Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Только от жизни собачьей в республике продолжаются мероприятия по профилактике безнадзорных животных. Продажа лекарственных препаратов без ограничений. Сельским медработникам разрешили продавать лекарства. Билет к спортивному финалу. Первые 80 путевок к спортивным играм народов Якутии получили борцы вольного стиля. В Якутии активно продолжается разработка комплексного плана обеспечения готовности сил и средств к пожароопасному сезону на 2022 год. Сегодня на оперативном штабе по пожароопасному сезону обсуждались основные вопросы по итогам, планам и подготовке к периоду текущего года. Также был рассмотрен вопрос об оплате за работу по тушению лесных пожаров. Комплексный план принимается впервые. Он направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших и вследствие лесных и других ландшафтных пожаров. Проект состоит из 9 разделов, посвященных совершенствованию нормативной правовой базы, материально-технического оснащения и профилактических мероприятий. Комплексный план будет утвержден до 15 января. В этом году финансирование на тушение и недопущение природных пожаров увеличилось в 5 раз и составило более 1 миллиарда рублей. В целом мы уже должны реагировать на все пожары. И в адрес работы штабов, комиссии в чрезвычайных ситуациях в районах было то, что очень долго принимается решение. И дают эти долгие решения разрастанию пожаров, объединению и усилению этих пожаров из-за того, что долго решается принять меру по тушению или нет. При этом не учитывались погодные условия и, безусловно, исходили из того, что отсутствием средств. Сегодня мы не должны допускать этой картины, мы должны реагировать на все пожары и принимать решения. Конечно, должны исходить из того, что у нас как будет развиваться погодные условия, и, конечно, немаловажный вопрос – это финансирование. В Амге объявлен месячник по регулированию численности безнадзорных животных. На днях в администрации Амгинского наслега состоялось экстренное совещание, где обсудили вопросы отлова безнадзорных собак. Так, в районе набирается дополнительная бригада из числа добровольцев. За каждую пойманную и доставленную безнадзорную собаку в приют для животных выплачивается вознаграждение в размере 500 рублей. Помимо этого, администрация наслега запускает благотворительную акцию «Будка добра», где неравнодушные граждане смогут принести будки в приют для собак. В праздничные выходные было отловлено 4 головы собак. У нас работает 1 бригада. Она не успевает, поэтому принято решение усилить бригаду в течение месячника. Финансирование для усиления бригады выделила глава МО, а также будут организованы флешмобы для расширения приюта. У нас мощность в приюте около 60 голов, поэтому мы должны достигнуть до отметки до 150 голов. А ситуационный центр при единой диспетчерской службе столицы республики продолжает принимать информацию от горожан для отлова безнадзорных собак. Он работает в круглосуточном режиме и принимает заявки по номерам 44 46 54 и 44 42 29. Отметим, что с начала введения режима повышенной готовности в Якутске отловили 366 собак, в том числе 84 собаки в автодорожном округе. Отмечается, что ежедневно на отлов выходит 10-12 бригад. Особое внимание при отлове уделяют сообщениям об агрессивных стаях животных. Сельским медработникам разрешили продавать лекарства. По сообщению пресс-службы Минздрава России, такая мера поможет обеспечить лекарствами жителей сел, в которых нет аптек. Продолжит тему Саргалана Неустроева. За последние несколько лет цены на рядовые лекарственные препараты сильно возросли. Если раньше жители Якутска могли приобрести лекарства в муниципальной аптеке дешевле, чем у предпринимателей, то теперь такой возможности нет. Жизненно необходимые препараты стали все по 500 рублей, даже вот капли для носа 400 с лишним рублей. Это вообще кажется... Нет повышения зарплаты, но лекарства и еда, продукты, это все подорожает, это очень сложно. А раньше так было. Можно было подойти спокойно, взять нужное лекарство, да? А сейчас вот цена вообще. В ноябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года лекарственные препараты, которые не относятся к жизненно необходимым и важным лекарственным препаратам, стали дороже на 7,5%.
Среди медицинских товаров выросли цены на аппарат для измерения артериального давления на 6,5%, бинты на 10%, вату отечественную на 2,5%. Закрытие границ, высокий спрос и, в конце концов, реорганизация муниципальных аптек в регионах стали причиной того, что контролировать ценообразование на рынке стало практически невозможным. Когда в 2019 году данный указ постановил о реформировании, реорганизации государственных муниципальных предприятий, сразу же вопросы были такого плана, что как это отразится на сельском обеспечении, главное, где малонаселенные, труднодоступные места, да, так как частный бизнес там открываться не будет, как мы сами знаем. В итоге так и произошло. Множество отдаленных сел остались без аптек и возможности приобрести лекарства. При этом продавать препараты могли только специально обученные специалисты, фармацевты. Однако уже с 1 января этого года такое право получили и сельские медработники. Раньше у нас тоже были прецеденты, когда медсестер обучили по фармообразованию. Но в последнее время это немножко стихло, поэтому сейчас вот это вот постановление, то есть поправка Минздрава, конечно же, улучшит лекарственное обеспечение. А между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой создания государственной сети аптек. Это позволит контролировать ценообразование на аптечном рынке и не допускать спекуляций на здоровье граждан. Поддержат ли его инициативу коллеги, пока не ясно. Но, по крайней мере, вопрос этот уже поднят и не оставлен без внимания. Сарглана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Комитет Государственного собрания республики рассмотрит законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Законопроект предусматривает ликвидацию дублирования обязанностей между администрацией района и Наслега. Таким образом, согласно новой одноуровневой модели местного самоуправления, будут осуществлять реализацию вопросов местного значения. Такая система позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к численности населения. Законопроект позволит четче видеть и планировать развитие муниципального образования. Как отмечают специалисты, новая модель не предусматривает урезания бюджета Наслега в финансировании и дальше продолжит увеличиваться. Вот этот законопроект, он полностью упорядочивает вот эту всю схему, вот эту структуру, повышает ответственность глав муниципальных образований и в целом повышает дисциплину, так скажем, общей нашей работы. Да, есть мнение отдельных, так скажем, общественных каких-то деятелей, отдельных членов общества, что это якобы удар по демократии, что этого ни в коем образом нельзя делать и так далее, и так далее. Это может иметь какие-то сложные какие-то последствия. Я с этим категорически не согласен. Обычно, в основном, это говорят те люди, которые ни дня не работали в органах местного самоуправления. Творческие коллективы из Якутии завоевали титулы Гран-при и лауреатов на 11-м международном фестивале «Московское созвездие». Студия из Якутска и танцевальный ансамбль из Среднеколымского района покорила жюри. О творческих номерах и победах якутян в Москве в материале Айсены Бурнашовой. Лауреат первой степени творческая группа «Орелы», Республика Саха, Якутия. Овации и бурные аплодисменты сопровождали студию «Орелы» как на награждение, так и на выступление. В номинации «Вокальное искусство» якутянки представили этно-песню о божестве Джигэгэй. Горловое пение, хамусы, эффектная подача номера, костюмы также сыграли весомую роль, считают якутянки. У нас про национальные костюмы, все вот это вот рукоделие же, да, поэтому и костюмы жюри так оценила, думаю. Московское созвездие проходит уже в 11-й раз. В этом году фестиваль собрал свыше 500 участников из разных уголков мира. Танцевальный коллектив «Талбахатун» представил «Северный танец». Их номер словно фольклорный шедевр. Предания старины, легенды Севера – все сошлось воедино. Среди главных атрибутов – меха и настоящие рога. На сцене будто ожил образ главного тотема северных народов – оленя.
Как итог, самая высокая награда фестиваля уезжает в Среднеколымский район. Танцевальный коллектив получил гран-при сегодня. Творческая студия «Орлы» стала лауреатом первой степени. Им обеим дали приглашение в Сочи, которое будет проводиться летом. В копилке наград у якутян также титул гран-при декоративно-прикладного искусства. Я вырезаю алгыс и по своим вырезкам рассказываю, очищаю. Благодарю за такую высокую оценку. Россыпь якутских талантов сподвигла организаторов фестиваля к проведению одного из этапов в республике. И, возможно, уже в следующем году на сцену московского созвездия выйдут еще больше победителей из Якутии. Огромное количество артистов, и молодое, и старшее поколение, и жанровость очень разнообразная якутских артистов. Поэтому мы просто будем рады, и жюри будут рады. Ну и вообще нужно показывать всем, что могут на якутской земле. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. На сегодняшний день в Горном районе действует 3 национальных природных парка и особо охраняемой территории. Одним из них является национальный природный парк Синея, образованный в 1996 году. Он расположен в бассейне реки Синяя на Приленском плато, ограничивая с запада центрально-якутскую равнину, и охватывает собой территорию южной части Лено-Вилюйского междуречья с общей площадью около 15 тысяч гектаров. Наступивший год в Горном районе объявлен годом экологии. По плану экологов района в этом году предстоит ряд обширных мероприятий по этому направлению. Будут проведены работы по очистке береговых линий наших водных объектов, по очистке несанкционированных свалок, по обустройству мест размещения отходов в населенных пунктах Улуса. Будут проводиться различные акции, экологические мероприятия по охране нашей родной природы. И в завершении выпуска о спорте следующие квалификационные соревнования к 8-м спортивным играм народов Якутии состоятся 16-20 февраля. Путевки разыграют на чемпионате по мини-футболу в Ленске. 8-9 января первые 80 путевок получили борцы вольного стиля. Отметим, что в феврале также определят участников игр народов Якутии на чемпионате по боксу памяти Арсена Петрова. Напомним, 8-е спортивные игры народов Якутии пройдут с 4 по 9 июля 2022 года в селе Барагонцы Усть-Алданского района. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.